Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 4 июня 2020 года, наша республика отмечает свое 28-летие. Сотрудники музея подготовили для вас экскурсию, где мы расскажем краткую историю создания нашей республики, ее становления, а после познакомим вас с героями Отечественной войны, участниками русско-турецких войн, русско-японской и Первой мировой войны, с людьми, которые вписали свои имена в историю нашей страны и своей маленькой республики. 28 лет назад, 4 июня 1992 года, была образована Ингушская республика. Это стало результатом деятельности сотен достойных сынов и дочерей ингушского народа и всех тех, кто оказывал им посильную помощь. Удалось им это сделать в том числе потому, что они смогли объединить свои усилия и поставили целью интересы народа, а не свои собственные. На заре 90-х, в трудные для всех времена, республику удалось не только создать, но и начать тяжелый путь возрождения. Все началось с того, что 30 ноября 1991 года состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности. Желание создать свою республику подтвердили почти 98% участвовавших в референдуме. А 4 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Начать рассказ о наших героях хотелось бы с генералов Российской императорской армии. Бекбузаров Сасламбек Сасаркевич, генерал-майор Российской императорской армии, родился 4 октября 1865 года в селе Никискем, Владикавказского округа Терской области. Окончил Владикавказское реальное училище. На военной службе с 1883 года. Служил в 20-й и 12-й артиллерийских бригадах. Участник Первой мировой войны. Воевал на Западном фронте. За мужество и храбрость, проявленные в боях на Австро-Германском фронте в первые месяцы войны, Бекбузаров награжден орденом Святого Владимира III степени. Базоркев Банухо Байсенгурович, генерал-майор Российской императорской армии, родился 21 сентября 1830 года в селе Базоркино, в семье офицера российской армии. Обучался в Тифлисской духовной семинарии. На военной службе с 1845 года, участник русско-турецкой войны. В этой войне Банухо Базоркин в чине подполковника командовал Ингушским дивизионом Терско-Горского полка Кавказской дивизии. Базоркин Банухо за период продолжительной и безупречной военной службы стал кавалером многих орденов. Майсагов Салабек Талсултанович, генерал-майор Российской императорской армии, родился 26 июля 1868 года в городе Владикавказ. Закончил Владикавказское реальное училище, участник Первой мировой войны, воевал на Западном фронте. Летом 1915 года назначается командиром 1-го Дагестанского конного полка. 31 октября 1915 года приказом полковник Марсаков производится в чин генерал-майора. Нальгиев Альберт Асмарзиевич, генерал-майор Российской императорской армии, родился 4 ноября 1863 года в селе Сурхахи. Учился в Владикавказском реальном училище. После его окончания зачислен в Ставропольское казачье юнкерское училище. Участник русско-японской войны. Воевал в составе Кавказской конной бригады, командиром 6-й ингушской сотни Терско-Кубанского полка. Участник Первой мировой войны. Командовал отдельным кавалерийским казачьим отрядом на Кавказском фронте. В 1915 году приказом полковнику Нальгиеву присваивается звание генерал-майора, кавалер Георгиевского оружия и многих российских и иностранных орденов. Укуров Тонт Наурузович, генерал-майор Российской императорской армии, родился 17 мая 1865 года в селе Никисхем, Владикавказского округа Терской области. Окончил Ставропольскую гимназию и военные курсы в Московском пехотном юнкерском училище. На военной службе с 1887 года. Участник Первой мировой войны, воевал на Западном фронте, командиром 44-го пехотного Камчатского полка. За личную храбрость и боевые отличия, проявленные в бою с австрийцами, удостоен одной из почетных наград русской армии – золотым георгиевским оружием. В августе 1915 года был тяжело ранен. По выходе в отставку приказом досрочно произведен в чин генерал-майора. В 1918-20-х годах принимал участие в становлении национальной государственности Ингушетии.
принимал активное участие в общественно-политической жизни Ингушетии. Арчаков Арчак Гакиевич, прапорщик 2-го Дагестанского конного полка Кавказской туземной конной дивизии. Родился в 1895 году в селе Насыркорт Назаранского района. Обучался в Назаранской горской школе. Участник гражданской войны на Северном Кавказе. После установления советской власти занимал ряд ответственных командных должностей в частях Красной Армии на территории Ингушетии, награжден многими большевистскими наградами. Дахкильгов Шамах Далакович, полковник русской императорской армии, родился 13 августа 1854 года в селении Далаково, в семье офицеров русской армии. Участвовал в экспедициях русских войск в Среднюю Азию. Служил в 32-м Восточно-Сибирском запасном батальоне, командиром батальона. При выходе в отставку Дахкильгову присвоено звание полковника. Дедигов Атабей Налбатович, полковник русской императорской армии, родился 11 мая 1853 года в селе Насыркорт, в семье офицера. Обучался в Владикавказском реальном училище. Военную службу начал с 1877 года. Участник экспедиции в Среднюю Азию. Член батальона офицерского суда, произведен в капитаны, в подполковники. Последняя должность на военной службе командир 1-го батальона. 11 мая 1911 года по выходе в отставку произведен в чин полковника. Долгиев Касым Гайриевич родился в селении Далака Владикавказского округа Терской области. Обучался в Назаранской горской школе. Военную службу начал с юношеских лет. Участник Первой мировой войны, воевал на Западном фронте. В конце 1917 года вернулся на Кавказ в Ингушетию. Участник обороны сел Далака и Кантышева от частей армии генерала Ляхова. Саутиев Муса Тимуркоевич, полковник русской императорской армии. Родился 1 мая 1878 года. Обучался в 1-м Владикавказском реальном училище. После окончания обучение продолжил в Киевском военном училище. Участник русско-японской войны, воевал в казачьих войсках. Участник Первой мировой войны, воевал на Кавказском фронте против турецких войск, союзников Германии и Австро-Венгрии. Хантыгов Ярыч Багуевич, полковник русской императорской армии, родился 20 марта 1869 года в Владикавказском округе Терской области. Обучался в Ставропольской гимназии. Военную службу начал рядовым 77-го пехотного Тенгизского полка. Участник русско-японской войны, состоял в резерве членов штаба маньчжурской армии. Осенью 1904 года переведен командиром роты 12-й пехотный сибирский Барнаульский полк. Участник Первой мировой войны, воевал на Кавказском фронте в составе 154-го пехотного Дербентского полка. Последнее место военной службы 154-й пехотный Дербентский полк. По выходе в отставку произведен в полковника, кавалер многих военных орденов. И в завершение хочется поздравить всех нас с 28-й годовщиной создания Республики Ингушетия и пожелать нам всем мира, процветания и благополучия.